Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Какова лесопожарная обстановка в регионе на сегодняшний день? Доброе утро. Всего на территории республики на сегодняшний час действует 55 пожаров. Тушится из них 15. За сутки локализовано 6 пожаров. 5 ликвидировано. К сожалению, вновь обнаружено 10 пожаров. На этих пожарах работает 1206 человек, 106 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава на территории республики привлекались 11 воздушных судов. Также авиация работала по сбросу воды. Было совершено 25 сбросов, слито 200 тонн воды. Передислокации совершено 106 человек. Работы по тушению лесных пожаров продолжаются в 7 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усмайский, Чурапчинский. Сегодня в 8 утра ликвидирован один большой пожар, который действовал на территории 3 районов. Это Кобяйском, Намском и Горном. И сегодня, скажем, этот пожар ликвидирован на территории более 206 тысяч гектар. Угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний день не отмечаем. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Доброе утро, Якутия! В студии Надежда Саханская. Вашему вниманию последние события к этому часу. 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России годом педагога. Большие работы на улице Хабарова. Якутские энергетики завершают ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Феномен якутского кино. Картина Владимира Мункуева вошла в конкурсную программу «Восток-Запад» международного кинофестиваля в Карловых Варах. 4 дополнительные единицы военной техники Минобороны РФ прибыли в республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом стало известно на вечернем заседании у первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. Сообщается, что вместе с техникой по железной дороге приехали 8 военнослужащих. Сейчас на станции в Нижнем Бестяхе идет разгрузка техники и запчастей. Прибывшее подкрепление будет работать на пожарах в Чурапчинском районе. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в стране годом педагога. Он поддержал инициативу одной из участниц встречи главы государства с представителями педагогической общественности по видеоконференц-связи. Президент добавил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Тем временем власти России планируют усовершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая при этом бюджетные возможности. Президент РФ отметил, что в этом вопросе необходимо работать системно, реализовывать стоящие вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Помимо этого, считает Владимир Путин, важно поддерживать молодых специалистов. Он напомнил, что некоторые меры для этого уже приняты. Например, студенты старших курсов могут заниматься педагогической деятельностью, работая в школе. Территория опережающего развития Южная Якутия будет расширена за счет включения в нее Сылахского угольного месторождения. Прежде всего, туда войдет участок, где планируют создать добывающее предприятие. Об этом заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджи Магомед Гусейнов в ходе заседания наблюдательных советов. Сылахское месторождение расположено в Нерюнгринском и Алекминском районах. Оно включает участки Тунгурчинский, Левосылахский и Верхненырникский. Его балансовые запасы составляют более 140 миллионов тонн угля. С вводом добывающего предприятия будет создано 1170 рабочих мест.
Якутские энергетики завершают ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Так, масштабная работа в этом году была проделана по замене и ремонту квартальных и магистральных сетей. Также большие работы по ним были проделаны на участке улицы Хабарова. Здесь заменили 400 метров труб. По словам специалистов, с этого года Якутская ТЭЦ начала отвечать и за контроль подготовки оборудования теплопотребляющих установок потребителей. Иначе говоря, проверка управляющих компаний на предмет готовности к отопительному сезону. Эта работа активно идет и подходит к завершающей стадии. На сегодня 52% домов получили акты готовности к отопительному сезону. Мы производим замену 16 километров тепловых сетей и находимся сейчас в завершающей стадии. По квартальным сетям работы выполнены уже на 95%. И с 25 по 31 число августа мы приступаем к заполнению уже всех сетей для того, чтобы с началом отопительного сезона обеспечить циркуляцию. Разработчики аппаратно-программных комплексов в сфере искусственного интеллекта смогут получить господдержку. Порядок и условия предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. На один проект разработчик сможет получить до 3 миллиардов рублей. В частности, субсидирование коснется разработчиков технологий искусственного интеллекта, которые можно будет применять в реальных отраслях экономики. Господдержка предусмотрена для проектов, которые предполагается реализовать в течение 6 лет. С помощью полученных средств можно будет возместить 70% затрат, направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, а также изготовление прототипов комплексов и их пилотных партий. В Нерюнгринском районе проходит выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля», приуроченная к празднованию Дня шахтера. Об ее экспонатах и о том, где с ними можно ознакомиться, расскажет Екатерина Павлова. На протяжении десятилетий сотрудниками Нерюнгринской централизованной библиотечной системы собирались и сохранялись книги, посвященные освоению Южной Якутии, развитию угольной промышленности в регионе. Со временем пришла идея оформить уникальное собрание в тематическую экспозицию. Выставка у нас проходит ежегодно в стенах библиотеки, так и мы сейчас практикуем выездную выставку. Потому что, чтобы люди, грубо говоря, не отходя от работы, прикоснулись к прекрасному, узнали нерюнгринских шахтеров, рассказы. Сотрудники библиотеки посещают предприятия угольной промышленности района с подборкой книг и рассказами о них. Очень важно и большая благодарность Нерюнгринской библиотеке за то, что они предоставили такую возможность для сотрудников нашей компании познать наше прошлое, лучше понимать современное состояние, и заглянуть отчасти в будущее нашего края. Наш край напрямую связан с развитием горного дела. Книжная выставка получила красочное название «В краю несметных залежей угля» и состоит из 4 частей. Раздел «Черная жемчужина Якутии» посвящен истории угольной промышленности Нерюнгринского района. О любви к уникальной природе Южной Якутии рассказывает раздел «Край родной неповторимый». В собрании книги легендарного фотохудожника Юрия Коковина. Стихи нерюнгринских поэтов собраны в разделе «Родник поэзии. Есть красота». Под крышей общего дома наименование раздела, в котором представлены книги о поселениях Нерюнгринского района, изданные к юбилейным датам. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Третий международный конкурс фестиваля исполнителей «Хомусист Виртуоз мира» состоится 27-30 ноября в Якутске. Конкурс пройдет в традиционном формате с онлайн-трансляцией. Организационный комитет обсудил нюансы проведения фестиваля. По итогам дискуссии предложены 2 площадки для проведения основного этапа. Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина и Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Торжественный вечер вручения призов и празднования Дня Хомуса традиционно состоится 30 ноября в Государственном театре оперы и балета. Также оргкомитет утвердил состав жюри основного конкурса. Отметим, что ранее конкурс проводился в июне 1991 и 2011 года. Отборочные туры состоятся в октябре. На данный момент есть подтвержденные заявки от 20 участников из Якутии и 1 участника из Австрии.
Чехии проходит международная премьера фильма «Нуча» якутского режиссера Владимира Мункуева. Картина вошла в конкурсную программу «Восток-Запад» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Это самое важное событие в Центральной и Восточной Европе в мире киноиндустрии. Жюри представит 12 фильмов. Только один из них из России, и это якутская картина. В преддверии премьеры с режиссером встретился Максим Кардозу. Неопределенность – это то слово, которое стало привычным в пандемию. Вот и Владимир Мункуев еще за день до главного события в творческой жизни из-за ковидных ограничений не знает, поедет в Чехию или нет. На всякий случай продюсеры посоветовали собрать чемодан. Вдруг вопрос с визой решится. Карловы Вары, конечно, это прекрасно и хорошо. Это, мне кажется, если я не ошибаюсь, международный, не российский, именно фестиваль класса А, это первый якутский фильм, который попал в программу «Восток-Запад». Надеюсь, это принесет действительно какие-то плоды дальше для дальнейшего развития. Фильм «Нуча» снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серашевского. В центре сюжета якутская семья, в которую насильно поселяют русского каторжника. И здесь начинается настоящая психологическая драма. Действие происходит в 19 веке. В 2017 году я увлекся, как-то сам не знаю почему, работами Серашевского. Просто сел читать. Читал, настолько увлекся, что вдохновился и решил написать сценарий. Писал сценарий, но по большому счету куда-то в стол. Не верил, что вообще возможно это реализовать. В идею поверил наставник Владимира, известный режиссер Борис Хлебников. Нашлись российские инвесторы, но пандемия опять все чуть не отменила. Конечно, были сложности, но, во-первых, мы снимали в селе Мая. Половина команды была из Москвы, из Петербурга, перелеты, тесты. Мы соблюдали, конечно, все меры, но все равно все это накладывало. Плюс, просто сложности по перевозке актеров, техники. Все это было, но мы как-то с этим справились. Фестиваль в Карловых Варах завершится 28 августа. Тогда станут известны и победители. Но создателям фильма «Нуча» расслабляться все равно не удастся. Их картину уже взяли в конкурсную программу главного российского кинофестиваля «Кинотавр». Напомним, в прошлом году его триумфатором стала лента «Пугало» якутянина Дмитрия Давыдова. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте соблюдать меры безопасности, носить маски и перчатки. До встречи!